Яң қысыменді сізні ярын беклей достар, шымды есе біз мұсафырнен субет етмеге істейміз. Яйнымыздың башында айтқан едік, бүгін ішкі ішлер везірлігінің хадимлері ось зенат байрамыны қайды етелер. Бізім студиямызда есе Қырым Жұмхуриеті бойынша ішкі ішлер везірлігі Малия полислері бөлігінің ребері Виктор Билоконь. Доброе утро, Виктор Петрович. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с профессиональным праздником. Как настроение? Спасибо. Настроение, как всегда, боевое. Всегда сотрудники органов внутренних дел готовы к выполнению поставленных задач и к работе повседневной и в условиях повышенной готовности. Профессиональный праздник – это такой праздник, как маленький день рождения. И в этот день обычно принято подводить итоги проделанной работы. Так вот, с какими результатами работы за год ваш отдел встречает профессиональный праздник? Ну, отдел организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних имеет неплохие результаты, начиная с этого года, со середины года мы более активно включились в профилактическую деятельность, ведь работа участковых уполномоченных полиции – это в основном профилактика, чтобы не допустить тех преступлений и правонарушений, которые совершаются у нас на территории. Действительно, есть определенные результаты, можно сказать, неплохие, так как уменьшилось количество и убийств на территории Республики Крым, и разбойных нападений уменьшилось. Но участковыми уполномоченной полиции раскрываются не только профилактические составы преступления, не только административные правонарушения, но и тяжкие, особо тяжкие преступления. Хотел бы отметить, что в текущем году ими раскрыто непосредственно участковыми 6 убийств, ряд грабежей, более 700 краж. То есть сотрудник службы участковых – это, как говорится, универсальный солдат. Он должен уметь работать и с людьми, и раскрывать преступления. То есть в любой ситуации должен найти выход. Да, особенно в отдаленных районах. У нас вот Ленинский район, Сакский район. Там, где отдаленность, там участковый уполномоченный должен принимать решения самостоятельно. Потому что помощи быстрой, как бы молниеносной ожидать нельзя и неоткуда. Поэтому сотрудник службы участковых там принимает решение самостоятельно. Он должен быть и полицейским, и психологом, и знать другие направления, как правоохранительной деятельности, так и психологии и других наук. Да, вот об этом хотелось бы, конечно, поподробнее, потому что, как правило, к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются особо серьезные требования. На ваш взгляд, на сегодняшний день, каким должен быть полицейский? Полицейский должен быть, прежде всего, честен, должен быть образцом для других и требователен к себе. Он должен выполнить, как говорится, сам правила установленные, а потом требовать их с других. Естественно, для того, чтобы поступить на службу в органах внутренних дел, должна быть чистая репутация, должно быть подходящее здоровье, то есть человек должен быть абсолютно здоров, и чтобы у него были физические возможности для выполнения тех поставленных задач, которые ставятся перед органами внутренних дел. Так сложилось, что большую часть о работе представителей правоохранительных органов мы узнаем из фильмов. Насколько вот образ героев известных сериалов соответствует представителям этой профессии? Ну, вы знаете, что все сотрудники полиции из народа, все люди, как бы, приходя на службу в органах внутренних дел, они стараются улучшить то состояние оперативной обстановки, которое на территории его обслуживания, я говорю непосредственно об участковом уполномоченной полиции. Мне больше по душе это участковый Проанискина, где участковый уже человек имеет определенный возраст, опыт, и он знает всю территорию, всех граждан, и знает, что ожидать практически от каждого гражданина. Вот как бы этот фильм, как бы один из
прообраза вот, действительно настоящего участкового. Мгм. А вот как часто сотрудники правоохранительных органов и участковые, в частности, попадают в ситуации, которые угрожают их жизни? Вы знаете, можно сказать, ежедневно. Потому что, выезжая даже на, как бы казалось, простой бытовой конфликт, неизвестно, чем он закончится. Человек находится в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, и его действия предугадать невозможно. Посему бывают разные ситуации, бывает и нападение на сотрудника органов внутренних дел, но это как бы более редко. Бывают оскорбления как бы сотрудников, сотрудникам оказывается сопротивление, неповиновение в определенных ситуациях. Однако я скажу, что это ситуации, которые больше подогреты алкоголем или употреблением других веществ. То есть, когда люди чаще всего находятся в неадекватном состоянии. Да, совершенно верно. Когда человек находится в неадекватном состоянии. Человек, который не в состоянии опьянения, в адекватном состоянии, он даже после того, как все совершил, он осознает и понимает, что в нормальном состоянии он бы этого не делал. И не наступали бы вот для него негативные последствия. А хотелось бы узнать о вас. Почему вы решили связать свою жизнь с этой профессией? С чего все начиналось? Да вы знаете, в жизни все начиналось, наверное, это наследственно. У меня еще дед работал в органах внутренних дел. И как бы у меня желание появилось, и я вот в службе участковых уже более 15 лет работаю. Начинал с участкового уполномоченного полиции, и сейчас я заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних. То есть у вас, в принципе, все это было уже предначертано заранее? Ну, можно сказать и так. А в каждой профессии мы обычно выделяем положительные и отрицательные стороны. Вот какие бы вы выделили положительные и отрицательные стороны работы участкового? Положительная сторона – это то, что сотрудник органов внутренних дел, находясь на должности участкового, он находится ближе всего к людям. Он ежедневно общается с людьми и оказывает им помощь. Бывает эта помощь, скажем, даже не юридическая, добрым советом, общением, выслушать гражданина, разобраться в ситуации, разъяснить. Иногда ведь люди, не зная законодательства, они допускают нарушения закона, допускают такие просчеты, которые впоследствии, даже в гражданско-правовых отношениях, они потом будут очень пагубны, невозможно будет совершить определенные сделки, ну и так далее. То есть даже общение – это главный вопрос в том, чтобы человек не допустил какого-то просчета, правонарушения, не совершил преступления. Вот его самая главная работа – это на профилактику. Это все предупредить. Ну, негативно это то, что сотрудник органов внутренних дел, в том числе и участковый, не может, пришло 6 часов там, или 7 часов вечера, уйти с работы. Не может он этого сделать, потому что незавершенная работа. Как оставить, сказать, извините, я вас задержал за совершение административного правонарушения, вы идите домой, а у меня закончился рабочий день, но это невозможно. То есть вот в этом негатив. Но оно восполняется тем, что человек получает в дальнейшем моральное удовлетворение от хороших дел. От того, что люди действительно и обращения приходят о том, что они благодарны сотрудникам, и участковым, и другим сотрудникам органов внутренних дел за оказанную помощь. Ведь они одним оказывают помощь в раскрытии преступления, задержании правонарушений или преступника. Естественно, те, кого задерживают и в отношении которых проводится производство, ну, как бы они не будут благодарны. А вот вы сказали, что ситуации бывают разные, бывает такое, что сотрудник выезжает на место происшествия. К таким ситуациям со временем привыкает человек? Естественно, у нас проходит подготовка к этому в экстремальных ситуациях. То есть сотрудник должен быть готов к любой ситуации.
он действует или самостоятельно, или есть определенный алгоритм прохода информации. То есть практически на каждую ситуацию есть алгоритм, как он должен действовать. Или самостоятельно, или в группе, или с указания определенных должностных лиц. А с какими правонарушениями вы сталкиваетесь чаще всего на своей практике? Ну, на данный момент я нахожусь в состоянии, ну, как бы на должности руководителя, а сотрудники службы участковых – это распитие спиртных напитков, это семейные конфликты, это побои, причинение телесных повреждений, угрозы убийства. Ведь эти правонарушения, они являются превентивными. Если же предупредить более тяжкое, например, убийство, определенно отреагировать, привлечь к административной ответственности, поставить гражданина на учет, контролировать его, он не дойдет к тому. И вот граждане бывают в семьях, сейчас этот вопрос очень широко рассматривается, не обращаются в органы внутренних дел. Их соседи годами слышат о том, что у них происходят конфликты. Никто не звонит. А когда уже случилось горе, тогда уже начинают говорить о том, что было и месяц назад, и 2 месяца, и 3 месяца назад. Но я думаю, нетрудно поднять трубку и сообщить об этом в органы внутренних дел. У нас есть определенные алгоритмы, определенные работа, которая должна быть проведена. Даже если не поступило обращение в орган внутренних дел непосредственно от потерпевшего, но работа определенная будет проведена. Понимаете? Будет обращено внимание на этого гражданина, который совершил это правонарушение. С ним будет проведена работа. То есть для органа внутренних дел станет известно его противоправное действие. И это его уже психологически сдерживает в большинстве случаев. А что касается масочного режима, какая ситуация на сегодняшний день в республике? В своем рассказе вы сказали, что участковый в первую очередь должен показывать сам пример, а потом уже требовать от других. Да? Мы сегодня это наглядно видим, но все-таки насколько граждане Симферополя на сегодняшний день серьезно относятся к этой ситуации? Вы знаете, у нас проводятся рейды как в городе Симферополе, так и за пределами города Симферополя, что касается масочного режима. Выявляются данные правонарушения как со стороны отдельных граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Материалы по данным фактам документируются и направляются в суд для рассмотрения. Спасибо большое, что посетили нас сегодня. Мы вас еще раз поздравляем с вашим профессиональным праздником. Я хотел бы поздравить всех сотрудников органов внутренних дел, пенсионеров и всех, кто причастен к этому, с данным праздником. Счастья, здоровья, удачи. Всего доброго. А мы вам желаем успехов в дальнейших ваших делах. Хорошего дня. Спасибо, взаимно. Билетіп сөбетіміз соңына келді. Сайғылы достар, шымды невбетеки қысмымызны сейретеміз. Сондан сон бұл студияда программамыз девам етecek.